Уж снился мне когда-то этот самый сон любви. Альдона Цкуа украсила своим пением выставку редких икон, картин и фотографий, свидетельствующих о тесных исторических связях России и Абхазии. Настоятель Каманского монастыря давно собирает свидетельства этих связей через семьи Романовых и Шервашидзе Чачба. И многие яркие личности из рода Чачба жили в Петербурге, и многие были там замужем в Петербурге, наши княжны, и многие там учились, и даже когда после присоединения много представителей Чачба, династии Чачба были пажами в Петербурге. И вы знаете, конечно, мы акцент делаем на княжну Мэри Чачба, известную любимицу всего Петербурга, которая после революции, конечно, переехала жить во Францию и, конечно же, скромно прожила свою жизнь. Обычно люди с такой внешностью, с такой красотой, с их именем связано много скандалов, но с ее именем не было связано никаких скандалов. Она тихо прожила во Франции, где ушла из этого бренного мира. Поэтому это уже, как можно сказать, что связь разных времен, разных эпох и разных людей. Да, я думаю, что мы должны объединять людей, объединяться, потому что Бог объединяет, а враг человеческого рода, дьявол, разъединяет людей. Но не только род Шервашидзе Чачба был тесно связан с Романовыми. Тамара Лакарба рассказала, как чтил ее знаменитого предка сам государь всея Руси. Николай II, его принц Ольденбургский пригласил в Гагра на один день. И Морем Николай II прибыл в город Гагра. И вот здесь, значит, Лакарба Тахир с двумя сыновьями, это вот фотография здесь, если кто-то заинтересуется, встречают Николая II. Потом они, значит, забивают бычков на этих, встретили очень. И Николай II пригласил Тахира Лакарба в Питер, к себе во дворец. Он находился там 6 месяцев, и ему дал он звание генерала. Супруге подарил какую-то необыкновенную посуду. Не стоит забывать заслуги русских князей перед Абхазией и ее современностью, говорят историки, вспоминая факты биографии других представителей российской знати, напрямую повлиявших на судьбу нашего субтропического края. И вот Сашенька Ольденбургская, Александра Петровна Ольденбургская, вышла замуж за брата царя и стала Романовой. А сын Сашенька, который был, он вырос и стал Александром Петровичем Ольденбургским, создавшим климатический курорт Гагра. То есть связь тоже у нас Абхазии и России налицо. В ходе выставки коллекция Каманского монастыря пополнилась новыми экземплярами, подаренными гостями мероприятия. Книгу «Царь Иудейский» 1914 года издания отцу Игнатию преподнес правнук настоятеля Каманского монастыря Иоанна Голубева. Отцу Игнатию книгу «Царь Иудейский» Константина Романова, он писал под псевдонимом К.Р. Написана она в 2014 году, незадолго до смерти. Вот. В советское время, естественно, она была в запрете, сами понимаете почему. Вот. Но сейчас она довольно так популярна, особенно православное. Издание старинное. Издание еще, да, прижизненное. Издание Константина Романова. Если интересно, Булгаков очень много взял для «Мастера и Маргариты» из этого романа, да. Например, образ Пилата «Нет ничего хуже трусости», помните? Это отсюда. В день выставки храм в Каманах отметил и День жен-мироносец, традиционный православный праздник, который отмечают в основном в России. Мария Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.